Розовые щечки, губки бантиком и милейшая улыбка. Маленькому Нестору Жиба всего месяц и 26 дней. Малыш родился 14 апреля. В сочинском роддоме у ребенка взяли обязательный анализ на генетические заболевания. Ответы пришли неутешительные. Месячному малышу поставили диагноз спинально-мышечная атрофия, сокращенно СМА. Позже с нами связались, сказали, что пришел сомнительный результат и нужно подтверждение. Мы поехали, сдали кровь, и через 2 недели, получается, вот 7 числа нам позвонили и сообщили об этом ужасном заболевании. То есть на данный момент у ребенка нет никаких проявлений болезни, и иначе бы мы пока что никак бы не поняли, что у нашего ребенка есть данное заболевание. Спинально-мышечная атрофия – это болезнь, при которой медленно погибает спинной мозг. Постепенно развивается мышечная слабость. Мышцы слабеют, затем происходит нарушение дыхания, питания и становится тяжело глотать. Болезнь носит прогрессирующий характер. От заболевания можно вылечиться полностью. Необходимо сделать всего 1 укол, но стоимостью почти в 150 миллионов рублей. Сумма неподъемная. Препарат Золгенсма является самым дорогим лекарством в мире. Нам нужно как можно быстрее его сделать, пока не проявились симптомы болезни у ребенка, чтобы он мог не отличаться от других детишек, чтобы у него была возможность ходить, бегать, жить полноценной жизнью. Из-за мутации в геноме человека происходит сбой. Починить ДНК можно при помощи микроскопических инструментов, которые содержатся в уникальном препарате Золгенсма. В организм ребенка вводится ген, вырабатывающий нормальный белок, которого у малыша генетически недостаточно. СМА – наследственное заболевание. Оно связано с мутациями в гене. Чтобы болезнь проявилась, носителями мутации должны быть оба родителя. Когда встречаются 2 данного гена, то в 25% рождается больной малыш, в 75% рождается здоровый. К сожалению, мы попали в тот процент, где рождается ребенок с этим геном. Прорывной и самый дорогой в мире препарат, как и любое инновационное лекарство, имеет строгие показания и подходит он, к сожалению, не всем пациентам со спинально-мышечной атрофией. К счастью, Нестору он подходит по всем показателям. В России создана организация, которая помогает приобрести дорогостоящий препарат. Это фонд «Круг добра», но очередь в круг огромная. Малышей с таким диагнозом немало. На данный момент как раз-таки мы попадаем под все условия данного круга. Но там большая очередь, есть определенная комиссия, которая решает, то есть по условиям пока что мы попадаем. И также нам помогают близкие, знакомые, люди, которые даже нас не знают, чтобы нас приняли в данный круг. И стараемся, надеемся, что они нам смогут помочь. Самое важное – не упустить время. У маленького Нестора Жиба пока нет никаких проявлений болезни. Главное – успеть сделать укол до появления клинической симптоматики. Родители маленького Нестора в социальных сетях обратились ко всем неравнодушным с просьбой о помощи и почувствовали огромную поддержку. За 2 дня собрано 20 миллионов рублей. Очень много людей, которые отозвались и готовы нам помогать, и помогают. Мы собрали уже достаточно внушительную сумму. Люди помогают, кто переводами денежных средств, кто распространяет информацию, кто пытается нас связать с врачами, с людьми, с клиниками, где есть данное лечение. То есть мы даже не ожидали такого отклика, когда мы увидели, что люди так помогают. У нас появился шанс, надежда, и нам стало легче. К беде семьи Жиба не осталось равнодушных людей. Различные организации, заведения, люди в разных сферах деятельности объявляют благотворительные сборы. Репосты о помощи маленькому Нестору за эти дни можно увидеть и у российских звезд – Джонни, Хамаи, Стаса Михайлова и других. Говорят, что если малыш улыбается во сне, он видит ангелов-хранителей. Именно в таком настроении был маленький Нестор на момент прихода нашей съемочной группы. Видимо, чувствует поддержку каждого из вас. А еще говорят, что здоровье за деньги не купишь. Но это именно тот случай, когда каждый рубль может подарить здоровую и счастливую жизнь малышу. На сегодняшний день собрано 20 миллионов рублей. Родители Нестора благодарят всех откликнувшихся к их беде и просят о дальнейшей поддержке. Способы помощи малышу вы сейчас видите на своих экранах. Еще больше информации на страницах родителей малыша Нарта Жиба и Сабины Авицба.
намного лучше хочет. Гугуца Вардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.